Два дорожно-транспортных здарэння за мінулыя выхадныя адбыліся на тэрыторыі Брыскай вобласці. Ахвяр няма, два чалавекі атрымалі ранений рознай ступені тяжкости. 23 февраля около 2 часов ночи дорожная авария произошла в городе Березин. По предварительной информации, 27-летний житель деревни Ярцевича Березовского района, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по улице Комсомольской. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения 1,9 промилле. Напротив дома номер 52 водитель совершил наезд на 40-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Установлено, что женщина световозвращающим элементом обозначена не была. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована. 4 пажары зарэгістравалі супрацоўнікі МНС. Ахвяр таксама няма. Пашкоджаны 2 пабудовы, 2 чалавекі атрымалі апёкавыя траўмы. Брестским спасателям из учреждения здравоохранения поступило сообщение о госпитализации жителя областного центра 1979 года рождения. Ожоги им получены в собственной квартире. Мужчина проживает в двухквартирном жилом доме на улице Митьки. По предварительной информации, при растапливании печи произошел выброс пламени из топочного отверстия. В результате на мужчине загорелась одежда. Огнем повреждена одежда, имущество и строение не повреждены. В городе Пинске пожар произошел в частном жилом доме на улице Даватора. Он обнаружен очевидцами. Сын хозяина домовладения и сосед обнаружили в доме, в жилой комнате, лежащем на полу, хозяин домовладения, мужчину 1957 года рождения. Они вынесли его на улицу в бессознательном состоянии. Мужчина госпитализирован с термоингаляционной травмой. Рэха войны у Барановичском районе знойдены авиационные бомбы. В воскресенье в обеденное время в Барановичский РОВД раздался телефонный звонок от жителя деревни Гута, который сообщил, что, прогуливаясь по лесу, он наткнулся на какой-то металлический снаряд. Но, естественно, любопытство взяло немножко вверх, и когда человек уже, скажем, немножко раскопал, он обратил внимание, что это снаряд, похожий на снаряды времен Великой Отечественной войны. Дальше он сообщил в милицию, после чего выехали правоохранители и представители саперо-пиротехнической группы. Всего было обнаружено 3 таких авиационных бомбы. В настоящее время они уничтожены.